Не знаю, Руслан, мне кажется, вот реформе уже 2 года, да, но ничего не меняется. Мы только и говорим, когда повысится тариф. Слушай, надо все-таки видеть и плюсы, да, не потому что так солнышко светит и вообще последние дни бабьего лета, и вообще настроение хорошее, а потому что ради справедливости надо признать, что все-таки мусорная реформа, там положительная динамика есть. Я в ней не вижу. Вот смотри, Руслан, давай посмотрим. Да, вот поставили контейнеры, Придворная мусорка возле Салават Юлаева. Все замечательно, да, но жители все равно недовольны. Говорят, мы сортируем, а машина приезжает одна и все складывает в один контейнер. Никто же не говорит, что все замечательно. Вопросы есть, проблем хватает. Но для начала надо было наладить элементарный регулярный вывоз мусора. Тем более там, где раньше мусоровозов глаза не видели. Я не согласна А уже потом там раздельный сбор мусора, сортировка, переработка. Нет, я не согласна. Я считаю, что надо все сразу делать. Слушай, вот давай сегодня в программе разложим мусорный тариф на фракции. Давай, вот прямо сейчас начнем. Да, вот смотри. Бумагу Давай, покажи сюда, пример. а пластик вот сюда. Самое слабое звено вот всей этой мусорной темы, всего мусорного вопроса в чем? Во всем. Экономически назрел вопрос повышения платы. Они сделали сейчас хитро, и приходится платить. Плата диктует периодичность. Очень дорого по нормативам. То есть мы не окупали инвестиции, которые мы вложили. Так же не бывает, что все плохо. Когда население будет понимать, за что они платят, наверное, это и будет конечной целью. Жалобы региональных операторов про сложность работы и экономически необоснованные мусорные тарифы мы слышали с самого начала этой реформы. Ради справедливости надо отметить, тарифы в Башкирии правда одни из самых дешевых в стране. С тех пор прошло 2 года, и вопрос, как говорится, назрел. Рекоператоры просили поднять тариф до 95 рублей. Глава республики Ради Хабиров счел это слишком резким и местами неоправданным повышением цены. В итоге власти и рекоператоры сошлись на суммах 75 рублей и, соответственно, 55 для той местности, где мусорные баки до 2019 года не стояли. Много это или мало? Почему мусорная реформа больше всего буксует в сельской местности? И чем это чревато для экологии? Сколько удается заработать рекоператорам на вторсырье? И почему мы, даже сортируя мусор дома, не можем повлиять на тариф? С головой сегодня погружаемся в отходы, какие от них расходы и доходы. Вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями в студии. Итак, Нияз Фазылов, заместитель министра экологии и природопользования Республики Башкортостан. Мурат Шафиков, модератор тематической площадки экологии, член регионального штаба ОНФ в республике. Артем Киреев, региональный руководитель Российского экологического общества в республике и управляющий директор регионального оператора «Эко-Сити». И Николай Штоль, директор уфимской компании по сортировке мусора. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, мусорные реформы больше всего, к сожалению, недовольны там, где до 2019 года не было централизованного вывоза отходов. Это деревни и частный сектор. Давайте посмотрим сюжет. Чей спайдермен, диваны и остальное поле мусора жители деревни Салихово Чешминского района, а там, по данным переписи, живет 250 человек, вряд ли чистосердечно признаются. Свалка, как отхожее место в доме, существует у каждого населенного пункта с самого начала его образования. Если в советское время это в основном, вот это вот, как мы здесь видим, органика, то сейчас, конечно, морфологический состав мусора намного изменился. Большое количество упаковки, пластика, которое негативно влияет на окружающую среду. Ну и, конечно, вот таких мест, конечно, не должно быть, тем более, что мы уже 2-й год вступили в мусорную реформу. Сегодня таких несанкционированных свалок в республике около 2500. Рекоператоры рапортуют, почти 100% населенных пунктов в рамках мусорной реформы охвачены централизованным вывозом отходов. Вот и в Салихово контейнеры стоят, но, кажется, это место менее популярно, чем родная свалка. Жители честно признаются, до недавнего времени оплату вывоза мусора игнорировали. Обидно было, мы сперва целый год не платили, а они сделали сейчас хитро с электросбережениями. В одну квитанцию отправляют. И приходится платить. А это Уфа, 100 метров от центрального входа на мусульманское кладбище. Место под столбом для мусора жители улицы Ахтырской определил рекоператор спецавтохозяйства. График вывоза 2 раза в неделю. Но, по словам местных, бытовые отходы в основном разносятся бродячими собаками по ближайшим улицам. Обращались, писали, у нас собрание постоянно, приглашали с администрации. Все они видят, все они знают. Радмир Вагапов собирает раздельно мусор и отвозит во дворы ближайших многоэтажек, где установлены современные урны.
У меня вот ведро, допустим, стоит, я туда стекла складываю. Мешок картофельный, туда пластик складываю. И потом это все везут. Ну, вот таким вот образом, да, Нияз, ну, где-то 1,5 года назад, да, мы встречались уже в этой студии, обсуждали ход мусорной реформы. И тогда я запомнил, вы сказали, что это был переходный период. Он уже закончился, именно переходный период? Переходный период не закончился. На самом деле многие специалисты, эксперты пытаются выделить этапы прохождения мусорной реформы, реформы обращения с отходами. Необходимо отметить, что все регионы разные, и даже в Республике Башкортостан муниципалитеты по-разному подходили к данному вопросу. С 1 января 2019 года, по сути, изменился принцип начисления платы и принцип организации вывоза отходов. Но концептуально не изменился тот уровень, то наличие контейнеров, контейнерных площадок, которое было до этого. Ну, приведу простой пример. Муниципалитеты, которые активно занимались вопросами и раздельного сбора, и приобретения контейнеров, и контейнерных площадок, и работы тех муниципальных предприятий, а может быть и частных предприятий, которые там работали, там действительно ситуация была иной, нежели в муниципалитетах. Вот пример Чешминского района, где эта работа велась, ну, можно сказать, на других приоритетах. Поэтому говорить о том, что переходный период завершен, я бы не стал. Еще рано, да? Да, еще рано. Принципиальный вопрос – тарифы. Действительно ли вопрос повышения тарифов, он экономически назрел? Экономически назрел вопрос повышения платы. Тарифы региональных операторов, платы граждан складываются из двух вещей. Это норматив накопления, сколько человек образует в год отходов, умноженный на тариф регионального оператора, куда входят все тарифы всех участников рынка на его территории. Это сортировки, обработки, захоронения и то есть более транспорт. корректно говорить плата, да? Да, плата граждан. В Республике Башкортостан плата граждан сформировалась на начало 2019 года от 70 рублей до 100 рублей. Сейчас плата граждан остается на том же уровне. 75 рублей город Уфа и 100 рублей – это вот зона деятельности Экосити. В среднем 95 рублей плата гражданина защищенная, справедливая и экономически обоснованно составляет в Республике Башкортостан. Но вот вопрос такой. Что входит в мусорный тариф ТБО? Насколько сегодняшняя сумма оправдана? Выслушаем мнение. Если рассмотреть структуру тарифа регионального оператора на 2020 год, то основную долю, а это 72%, занимают расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов. 9% это собственные затраты регионального оператора и 19% это затраты на услуги обработки и захоронения твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день инвестиционная программа реализуется в одной зоне деятельности регионального оператора, это экология Т. Эта сумма учтена в тарифе. Инвестиционная программа предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса. Очень много задолженностей, которые люди даже с 1 января 2019 года на сегодняшний день не оплачивают. Тариф у нас утвержденный, он тарифным комитетом еще в прошлом году. Как бы, да, на этот год у нас по нашей зоне это 75 рублей. Это по городу Уфе, 76-16 по индивидуальному жилищному сектору. Если дебиторской задолженности бы не было, допустим, она бы хватала, потому что у нас на сегодняшний день повышение ГСМ идет, население не оплачивает. Мы все равно в основном, у нас основные расходы – это транспортные расходы, которые напрямую это заработная плата водителей и ГСМ. А ГСМ долг никто на сегодняшний день не дает, поэтому все это приходится, как бы, все деньги уходят, основная масса на это. Развиваться, как бы, на развитие денег на сегодняшний день нет. Вопрос цены за эту услугу вызывает живейший интерес у населения. Это понятно, да? Вот это стало, вот как раз вы представитель правительства, вы представитель там крупнейшего рекоператора, да? Этот вопрос, эта цена, эта стоимость, это компромисс какой-то? Абсолютно верно. Это компромисс. Если говорить о том, что с 1 января 2019 года все жители Республики Башкортостан получили бы платежные документы, где взималась бы плата 95 рублей с человека, на наш взгляд, было бы не совсем правильно, потому что организация вывоза в целом по Республике Башкортостан отсутствовала, а вывоз осуществлялся только в городах, районных центрах. Можно сказать, что многие жители села не видели ни разу мусоровоз и не видели контейнера. В части муниципалитетов это был вывоз, и Артем Алексеевич говорит о том, что через 11 месяцев мы пришли к повторному обсуждению вопроса повышения платы. Да, действительно так. Но могу сказать, коллеги,
аналогии, на 16 декабря 2019 года у нас больше, чем в 1000 населенных пунктов, а у нас в республике 4538 населенных пунктов, мусор вывозился реже одного раза в неделю, а где-то один раз в месяц. Поэтому мы не смогли совместно с региональными операторами определиться о том, что качество организации вывоза существенно улучшилось. Ну, то есть это был предмет обсуждений и переговоров, да? Да. Но вот здесь один момент. Плата диктует периодичность. То есть плата за вывоз... Можно поподробнее вот пояснить? Ну, поясню. Вот смотрите, если бы плата, мы сразу пришли к экономически обоснованной плате с 1 января 2019 года, то периодичность была бы по Санпину. По Санпину подано документы в тарифный орган при экономически обоснованном тарифе 95 рублей. Вывоз был бы по Санпину со всех территорий. Мурат, ну вот вы изучали эту тему, скажите, ну вот Артем как бы правду говорит или лукавит? Ну, на 1 января 2019 года у них столько транспорта не было, чтобы обхватить 100%. Поэтому здесь, как бы, может быть, немножечко лукаво это все звучит. И вообще, изначально, давайте вернемся к тому, для чего началась эта реформа, да? Чтобы мусорный бизнес стал чистым, честным и прозрачным. А сегодня мы видим, что есть большие пробелы. Я бы сказал, такая мутная вода. Это транспортная составляющая. И это доходы от сдачи вторсырья. Потому что учета вторсырья мы не видим, рекоператоры эту информацию не дают, и они, в принципе, же получают доход от этого сдачи. Они не учитывают это. Спасибо большое. Бизнес, сообщество республики и участники рынка тоже недовольны тем, как формируется мусорный тариф. Послушаем их аргументы и обсудим. Проблема на сегодняшний день то, что некоторые рекоператоры прям упорно стараются не заключать договора по факту, а только по нормативу. Разница простая. Могу привести пример. Магазинчик 100 квадратных метров. Если по нормативу, то 105 тысяч рублей в год. Если по факту, то 5 тысяч рублей в год. Разница в 10 раз. Предприниматели, кто платит по нормативам, в один голос говорили, что они неверные. Очень дорого по нормативам. Наше правительство Республики Башкортостан наконец-то вняло этим просьбам. В этом году летом мы провели конкурс правительства, выбрали нового оценщика, кто будет пересматривать нормативы, и уже приступил к работе. Но, к сожалению, 1,5 года он будет заниматься этой работой. Не потому, что плохо работает, а потому, что нормативы положено проверить по каждому сезону. Осенью, зимой, весной и летом. Поэтому в октябре будущего года, надеюсь, мы получим новые нормативы, приближенные к реальной жизни. Одно дело ювелирка, сколько генерирует мусора, либо продуктовый магазин, либо промытоварный магазин. С этим нужно внимательно разбираться. Хорошо, что хоть внимание обратили, занимаемся этим вопросом. Артем, ну вот как раз мы заговорили о проблемах с бизнесом, но вот какие у вас судебные решения? Что делаете с теми, кто не платит? Мы сейчас в настоящее время пока не ввели процедуру взыскания, еще не ввели, потому что это переходный период. С юридическим лицом мы ведем процедуру взыскания в судебном порядке. С населением пока такой процедуры мы не начинали. Вот. У нас есть ряд судебных решений по населению, когда это те, как правило, случаи злостные неплательщики, которые ни разу не оплатили услугу, и уже там плата, дебиторка уже имеет там существенное значение в квитанции. Вот. Но системно такую работу мы планируем начать в ближайшее время. Чем недовольны? Ну, у нас очень единичный случай по условиям договора, факт или норматив. Это всего, может быть, 5 за все время действия. Да? Не критично, это не абсолютно. Системная проблема? Это для нашей зоны это не системная проблема. А вообще по республике это системная проблема? Да, я вот знаю, что у САХ, по-моему, да, проблемы? Нет, у САХа нет проблем. Есть проблема у Дюртюли-Мелиотстрой, который действительно многим выставляет по нормативу. Были факты затягивания процесса заключения договора. О чем говорит Флёр Мирзагитович? То есть в его выступлении я услышал 2 главные вещи. Первое – это завышенные нормативы. И второе – региональные операторы не идут навстречу предпринимателям для заключения договора по факту. Касательно нормативов. Действительно, нормативы были разработаны в 2017 году, и о них вспомнили только в 2019 году. Опять-таки, предпринимательское сообщество пассивно отнеслось к тому, что с 1 января 2019 года... Пока не начали приходить платежки. Пока не начали приходить платежки.
Поэтому здесь говорить о том, что проблема существует, я могу сказать точно, да, есть такая проблема, но я всегда делю предпринимателей на две части. Активные предприниматели, которые хотят платить и которые готовы подтверждать, что у них есть документы, что они обращались, что есть процесс затягивания. Конечно, это предмет разбирательства. А есть предприниматели, которые, ну вот так скажем, пассивные. Они молчали там 1,5 года, и через 1,5 года, когда получили счета, они обращаются за помощью к уполномоченному. Начали возмущаться? И начали возмущаться. Здесь, на самом деле, не могу согласиться с тем, что мы проводили активную информационную работу со всеми. То есть рекоператоры, мы объехали все муниципалитеты и всегда говорили о том, что договор необходимо заключать с региональным оператором, что необходимо обратить внимание. Мусор вывозят. Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот здесь, коллеги, двойственный подход. Да, население в этом плане крайне дисциплинировано. Конечно, получают платежку, они ее оплачивают. Процент оплаты вообще какой? Хороший, нет? В республике один из самых высоких процентов оплаты. Сколько? 85,7%. Дисциплинированные. В целом по республике. Коллеги, можно добавлю? Вот Ясмас уже сказал, что мы к нормативному накоплению вот только сейчас вроде как столкнулись. На самом деле, вот коллеги, еще в конце 2018 года на площадке ОНФ мы говорили, что нормы накопления завышены. И только Радий Фаридович своим волевым решением срезал их практически в 2 раза, потому что там для ИЖС был космическая сумма, и это не 96 рублей платеж бы приходил, а порядка 250 да. Ну, потому что нормы накопления посчитаны были криво. Я не знаю, сейчас, я думаю, что надо актуализировать. По-моему, сейчас работа над этим Мы сейчас ведется. начали работу, но нам нужен год для того, чтобы пересчитать. Давайте откровенно, да, вот, Артем, скажите, пожалуйста, вот той платы, не будем называть это тарифом, той платы за услуги по мусорной теме достаточно ли, чтобы закладывать какие-то еще деньги на развитие, на инвестиции? Та плата, которая текущая? Да. Нет. В тарифе же можно инвест-составляющую учитывать. Но в тарифе тот, который мы подавали, у нас все инвест-составляющие идут за счет собственных средств учредителей и за счет собственных средств группы компаний. То есть у нас в тарифе у рекоператора Экосити инвест-составляющей нету. То есть мы на деньги населения ничего не строим, мы все строим на собственные деньги. Вопрос в том, что мы уже построили, и у нас сегодня это не окупается. То есть потому что операторы, сортировка, захоронение отходов, они тоже тарифицируются, и их тарифы вкладываются в наши тарифные решения. Вот у меня тариф только оборотные средства, по сути. Это плата за сортировку, размещение, перевозку и оплата процедуры биллингования, доставки квитков. Ну, хорошо. Не, скажите, пожалуйста, насколько мы понимаем, ведь были же субсидии, да, на развитие, на инвестиции. Это имело место? Ну, не на инвестиции, на покрытие текущей деятельности. Кредиторской задолженности. Это кредиторская задолженность, заработная плата, расчеты со своими подрядчиками, но ни в коем случае не на инвестиционной деятельности. Могу сказать, что за прошлый год и за этот год объем инвестиций в прошлом году республика выделяла муниципалитетам 173,6 миллиона рублей. Это на приобретение контейнеров, обустройство контейнеров. В этом году такая же сумма. И также ежегодно выделялось по 50 миллионов рублей на компенсацию приобретения техники. Мы же правильно помним, да, мы правильно понимаем, что оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах входит в полномочия муниципальных органов власти. Да. Вот контейнерная площадка стоит, но они пустые. Потому что жители там, деревни или села, они как привыкли десятилетиями, там, столетиями, у них есть свалка где-то в поле, либо во враге, они туда и выкидывают. Есть такая проблема? Более того, но это муниципалитет не отработал просто. В ряде населенных пунктов есть еще стереотип, что у меня нет мусора, я же не выбрасываю, я платить не буду. У меня мусора нет, а вот на конце деревни я его положу. Да, еще но присутствует дело в том, что особенность нового законодательства в том, что он все равно обязан платить. Конечно. Мы вот, Артем в самом начале сказал про нормы санитарных правил. Ежедневный вывоз отходов с контейнерных площадок при температуре выше 5 градусов. Есть такая норма, действительно. Вот мы видели с вами деревню в Чешминском районе, в которой проживает 250 человек. Установлено, мы видели одну контейнерную площадку, 5 контейнеров. Мы с коллегами тоже считали, как прийти к справедливой плате граждан. То есть сколько раз вывозят. Тут понятие справедливости очень. Сколько раз очень вывозят, размыто, да. за столько раз я и должен платить. Многие жители оперируют тем, что к нам машина приезжает 1 раз в неделю. Соответственно, мы должны платить в 4 раза меньше, потому что к нам машина приехала не 30 раз, не 31 раз, а 4 раза, да, в месяц. Соответственно, мы должны платить
В 4 раза. В 4 раза меньше. Поэтому мы, коллеги, абсолютно, я бы хотел всем сказать о том, что не считается по количеству раз вывезенных, считается из объема образованного мусора. Ну вот, а я считаю, что в деревнях меньше образуют мусор, чем в городе. Они же меньше вот там пластика у них нет разве? Ну как-то... Коллеги, есть же регионы, которые дифференцировали и нормы накопления, и тарифы. Если там глухая деревня, ну у них и платеж меньше. А у нас же не так, а к сожалению, этим не занимались. Я, коллеги, не могу согласиться с тем, что в деревнях меньше отходов. Да? Вот я не договорил касательно вот этой деревни. Если взять с точки зрения нормативов накопления и с точки зрения требований со стороны регионального оператора ежедневного вывоза вот именно в этой деревне, то должно было бы стоять ровно 2 контейнера. Мы с вами видели, допустим, деревня, там одна улица. много. Если мы поставим 2 контейнера в 2 разных концах улицы, я представляю, что будут делать жители и какие вопросы они будут задавать к местной администрации, к Министерству экологии, к региональному оператору. Поэтому от местной администрации, пойдя навстречу жителям, установили заранее большее количество контейнеров. Соответственно, чем положено. Поэтому, соответственно, региональному оператору и нет необходимости туда приезжать каждый день, когда набирается данное количество контейнеров там, за неделю или за несколько дней. Поэтому у нас средняя периодичность вывоза сейчас в деревнях населенных 1 раз в неделю. Ну, вот у Эко-Сити явно есть что добавить, да? Вот когда коммунальная услуга стартовала в январе 2019 года, на что мы обратили внимание? Появилась возможность вывести с деревни все то, что не вывозилось никогда. Это старая бытовая техника, холодильники и так далее. Все то, что по кубатуре, то, что вмещается, оно больше, ну, просто физически, чем выходя с одним пакетиком житель города Уфы. Спасибо, уважаемые гости. А мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, ну вот смотри, про тариф поговорили, коммерсантов поговорили, деревенские свалки поговорили, что у нас осталось еще? Ну, поговорить про отходы, про вторсырье, потому что все нормальные страны, они на этом зарабатывают, да. Но кроме нашей, почему-то у нас этого нет. Да, вот, кстати, спасибо, да, вот батарейки. Как можно заработать на батарейках? А я очень хочу заработать, у меня там еще целая коробка есть, может быть, даже сейчас прям продадим. Слушай, ну давай предложим нашим гостям, может, купят? Да, вот прям сейчас. Смотрите во второй части программы. Самое слабое звено вот всей этой мусорной темы, всего мусорного вопроса в чем? Во всем. Просто давайте начнем вывозить мусор, чтобы не было такого бардака. А почему я не могу на них как-то заработать? В России по старинке закапывают в землю миллиарды рублей. Когда население будет понимать, за что они платят, наверное, это и будет конечной целью. В эфире БСТ программы «Честно говоря», и сегодня мы обсуждаем мусорный вопрос. В России по старинке закапывают в землю миллиарды рублей в виде пластика, стекла или бумаги, в то время как развитые страны давно зарабатывают на отходах. В идеале должно быть выгодно и бизнесу, и обычным людям, и прибыльно, и экологично. Чем благополучнее живет семья, тем больше производит она отходов, уверяют некоторые специалисты. Без вторичной переработки мусор сегодня – экологическая угроза. Многие жители в республике уже начали сортировать свои отходы. Но насколько это выгодно? Давайте посмотрим сюжет. К своим отходам Михаил Осипов относится с особым вниманием. Аккуратно сортировать по пакетам и ведрам он начал задолго до мусорной реформы. Это же идет вторсырье. В советские времена, вот еще в моем детстве, по деревням ездили так называемые лохмотники, все собирали. У нас, да, это возрождается, снова возвращается. Все-таки это очень хорошо. Особым отношением к собственным отходам пенсионер заразил своих соседей по садовому товариществу «Ромашка». Жители поняли, что могут сделать место проживания не только чище и зеленее, но и извлечь из этого выгоду. В СНТ-33 «Ромашка» живут, пожалуй, самые экологически ответственные люди. 80% местных жителей сортируют мусор раздельно. Вот, например, здесь стекло, здесь бумага – это бытовой мусор, а здесь для пластика. И при полной наполняемости всех этих контейнеров они выручают до 4000 рублей. Вырученные средства они направляют на оплату вывоза того же самого мусора. Тем не менее, существуют проблемы, говорит председатель СНТ Светлана. По ее словам, спецавтохозяйства редко заезжают к ним. И случается, что мусор разлетается по округе. Приходится вновь самим собирать и убирать. У нас чуть-чуть хоть накапливается долг УСАХа. У нас здесь вот такая гора, хотя мы не имеем права, только должно быть по бортам. Рядом вот такая гора, это крысы, мыши. И САХ, когда им отправляют фотографию, мы говорим, вывезите, пожалуйста, мы потом вам оплатим, мы больше вам, закинем денег. Просто давайте начнем вывозить мусор, чтобы не было такого бардака.
Они конкретно ссылаются на какой-либо договор, что нужно оплачивать и все остальное. А грязь они готовы разводить такую. Некоторые уфимцы научились зарабатывать на отходах уже давно. В так называемый бункер с самого утра несут картон, бутылки, полиэтиленовые пакеты. Вот пенсионерка еле тащит тяжелую ношу. За пару дней она собрала 16 килограмм картона и получит за это 64 рубля. Вы меня, что ли, снимаете? Да. Ой, не надо, дети увидят. Как правило, приходят сюда одни и те же лица, говорит работник бункера. Обычно это пожилые люди, которым одной пенсии не хватает. А вот что касается асоциальных личностей, то их стало меньше. Они отходы несут в пункты приема металлолома. Там не так давно тоже стали принимать вторсырье. Им так удобнее. Сдал мусор, там же купил фанфурик. Много конкурентов стало. И вот и мы. Падает у нас заготовка. Сейчас начали открываться же вот эти металлисты открывают. Они тоже принимают. Ну, вот народ ходит туда-сюда. У нас накопилось очень много батареек, их прям больше 10 килограмм. Вот у меня их может сегодня кто-нибудь купить? Николай? Нет, купить их никто не сможет. В лучшем случае вы сможете бесплатно их отвезти куда-нибудь в Икею, да, то они стоят. Бесплатно? Да, конечно, бесплатно. Да, бесплатно. А почему я не могу на них как-то заработать? Объясню вам. Когда нам весь мир говорит, что на отходах можно зарабатывать. Есть разные категории отходов. Одни имеют плюсовую стоимость, другие имеют минусовую стоимость. Вот батарейки имеют условно, ну, скажем, продукт, который из них будет получен, да, он будет дешевле, чем стоимость их переработки. Вот так вот, затраты. Услуги, которые входят также в тариф, в мусор. Да. В тариф входит вывоз, сортировка и захоронение. И доставка квитка, билингование. Обработка. Обработка, да, и захоронение. Вот. Значит, на сегодняшний день по нашей зоне, я могу сказать так, у нас 70 с небольшим процентов составляет транспортирование. И где-то порядка 20% у нас составляет сортировка и захоронение, плата. Вот. И если нас по плате граждан опускают от тарифного решения на, допустим, первое решение было 46% по зоне Эко-Сити, то, соответственно, как мы можем платить объектам, которые построены, которые должны иметь свою окупаемость, которые должны иметь свои покрытия операционных издержек и так далее. Мы выжили благодаря тому, что этот год мы не платили на свои объекты собственной группы. То есть это раз. То есть мы не окупали инвестиции, которые мы вложили. И второе, А это о большой сумме идет речь? Конечно. В настоящее время, вот на текущую дату, рекоператорам и группы компаний вложено 2 миллиарда рублей инвестиций в отрасль. Вот, yes, то есть то, о чем ни говорит... в одной зоне деятельности Башкирии таких инвестиций нет. Но инвестиции во что? В объекты сортировки, обработки и захоронения. И плюс транспортирования. То, о чем говорит Артем, вот насколько оно соответствует действительности? Имеет место быть на самом деле. Тут даже речь не только об Эко-Сити, вообще о рекооператорах. Да, конечно. Во всех зонах деятельности региональный оператор работают как частные, так и республиканские полигоны, частные мусоросортировочные комплексы, которые также имеют свою затратную часть, также имеют необходимость содержать штат, работать. Для этого они защищают тариф. После того, как они все тарифы передают, ну, так скажем, в общую копилку, формируется тариф регионального оператора. Если сейчас происходит решение по поводу того, что мы с этого тарифа или с платы граждан что-то срезаем, то региональный оператор будет вынужден экономить на транспорте, на периодичности вывоза, на услугах сортировки и на услугах полигонов. То есть он будет вынужден им недоплачивать, либо снижать с ними договорные отношения, либо региональному оператору придется брать кредит для того, чтобы обслуживать все вот эти затратные вещи. Ну, да, Мурат, это справедливо? Коллеги, вот до начала реформы мы тоже собирались и говорили, анализировали тарифы на захоронение наших полигонов, и они разнятся в 20 раз. Вы можете себе представить? Нет, на одном полигоне стоит захоронение 100 рублей, на втором 2000. А полигоны разве они не муниципалитетам принадлежат? Нет, есть и частные, есть и государственные, тот же ГУП Табигат. Ну, разница в тарифах на захоронение почему-то космическая. Поэтому, если мы не придем к единообразию, в том числе и в транспортной составляющей, потому что есть такая федеральная инициатива, чтобы примерно, мы же знаем, какой... тарифицирует транспорт. Да, тарифицирует транспорт. Сколько стоит? Поэтому вот эти 70% транспортной составляющей, она сейчас не поддается регулированию, и это как раз тот резерв, на который мы ссылались, чтобы
тариф не был повышен на 30%. Скажи, вот сам, как ты считаешь, да, ты очень давно этим занимаешься, вот сейчас самое слабое звено вот всей этой мусорной темы, всего мусорного вопроса в чем? Транспортировка, переработка, раздельный сбор. В чем? Во всем. Ну как? Во всем. Так же не бывает, что все плохо. Ну, давайте так вот. На самом деле, все потихоньку хромает. Цель реформы какая? Цель реформы такая, чтобы мы пришли к минимизации захоронения. Вот конечная цель реформы, чтобы было меньше полигонов, больше извлекалось вторичного сырья. Чтобы больше извлекалось вторичного сырья, нужно современное оборудование. Так, это инвестиции. Раз это инвестиции, если это современное оборудование, они дорогостоящие. Раз они дорогостоящие, они накладываются в тарифном решении. Мы все хотим видеть на улицах своих городов и населенных пунктов современный тип техники. Но современный тип техники, вот у нас сегодня на 75% транспортный парк обновлен. То есть это современный тип техники, таких марок, как Scania, Volvo. Помимо того, что они как бы эффективнее в 3 раза старого типа техники. Они окупаются? Вернее, вы рассчитываете, что они окупятся потом? Не в той модели, как рассчитывали. То есть не в той модели, конечно, как рассчитывали. Есть же в любом бизнес-цикле есть лизинговые требования, требования кредитных учреждений и так далее. Вот в той модели платья граждан, как сейчас, их срок окупаемости увеличивается. Вы знаете, уважаемые гости, мы с удивлением для себя узнали, что самые дисциплинированные люди в республике по сортировке мусора живут в городе Октябрьском. Давайте посмотрим сюжет. В городе Октябрьском подавляющее большинство горожан сами сортируют мусор. С 2012 года здесь наладили раздельный сбор отходов. Горожане уверены, что такая мера нужна для того, чтобы их общий дом не превратился в одну большую мусорную свалку. Это так делаем для природы, и в возрасте приходит это осознание. Так что все правильно, надо делить мусор. Различные контейнеры, вывозить вовремя. Организовать обменный фонд, все будет нормально. Даже за 8 лет внедрения раздельного сбора отходов в Октябрьском нашлись люди, которым такая система не нравится. Вы сами разделяете мусор, нет? Если честно, то нет. Нет, да? Нет. А почему? Потому что его там нигде не разделяют все равно. По словам рекоператора, в принципе, можно стимулировать людей сортировать отходы дома уменьшением платы за вывоз мусора. Такой эксперимент был даже запущен в одном из дворов города Туймазы, но, к сожалению, себя не оправдал. Эксперимент не совсем ко времени, наверное, был. Почему? Потому что он активно начал свою фазу перед мусорной реформой, но когда рассчитывался тариф 200 и 140 рублей. Ну, передача, честно говоря, поэтому говорю, как есть. Но когда тарифы были снижены, то, соответственно, интерес у жителей пропал. Мы все агитируем, вся пропаганда на это нацелена за раздельный сбор мусора. И, безусловно, цель благая, да, раздельный сбор мусора. Но человек, который раскладывает свой мусор на собственной кухне в разные мешки и корзины, он может рассчитывать на снижение платы? Обязательно. Обязательно может. Может? Приведу пример коллег с Нижегородской области. Город Нижний Новгород. Часть домов единогласно проголосовали, что они работают по тарифу для раздельного сбора. Что это значит для регионального оператора? Региональный оператор вместо положенных 5 контейнеров забирает ежедневно 1 контейнер. Он определяет график вывоза стекла, пластика, бумаги, картона. То есть устанавливается контейнерная площадка. Соответственно, жители понимают, что плата становится меньше. Если, пример, где-то, по-моему, в 10 раз снижается плата гражданина. Это серьезная разница. Но только для того, чтобы это все произошло, необходимо единогласно всем жителям одного дома с закрытой контейнерной площадкой принять такое решение и строго соблюдать. Сегодня выезжал по городу Уфе, открыл контейнер с пластиком. Там ведь лежит не только пластик. Открыл контейнер со стеклом. Там абсолютно, может быть, не всегда и стекло лежит. Поэтому это опять те затраты, которые необходимо нести региональному оператору, досортировать, чтобы эта полезная фракция была извлечена. Когда дом, подъезд, четко понимает, что именно все жители будут сортировать, как вы говорите, 5 пакетов, 6 пакетов. И соблюдать будут эти правила. Соблюдать эти правила, то, конечно, региональному оператору и республике, и любому... Потому что, мы понимаем, что 19 человек принесут пластик в нужный контейнер, но 20-й обязательно выльет туда... Руслан, не знаю, мне говорят, что, допустим, готовясь к этой передаче и разговаривая с другими рекоператорами, говорят, что в городе-то
это понятно, где расстояния близкие, и что ты вот из одного двора там поехал на одной машине, которую картон собирает, да, и забрал по городу. А как вот поступать экосити, у которых сколько вы откуда, 200 сколько километров? 230 километров у нас плечо. Вот это возможно, если это в деревне поставить, допустим, вот такие контейнеры раздельного типа сбора мусора? Ну, для того, чтобы перейти на раздельный сбор, нужна первая инфраструктура, второе пропорциональная плата граждан. Не возникает мотивации на раздельный сбор, если нету существенной экономии в кармане. То есть, да, нужно сказать, ребята, вот не сортируйте, да, 50 рублей, не сортируйте 150. Я думаю, что тогда это будет работать. Резюмируя наш сегодняшний разговор, вот давайте вот коротко, да, подведем как бы не то чтобы черту, еще рано ее подводить, и как бы итог. Вот к чему мы должны стремиться коротко и что мы уже успели пройти, Артем? Мы должны стремиться к регулярности вывоза по Санпину. Мы должны стремиться к качеству оказания услуги такое, что население оплатило и посмотрело, допустим, когда был вывоз, вплоть до такого. Вот это идеальная модель с точки зрения того, что население не видит сортировку, население не видит полигон. Население видит площадку и вывоз. Да. Вот сегодня первый акцент – это все-таки вот это регулярность вывоза. Мы продумываем у себя в компании уже модель, что при оплате через личный кабинет ты можешь провалиться, посмотреть периодичность вывоза. Я думаю, что население это воспримет тоже на ура. Это такой будет хороший фактор с точки зрения оказания услуги. Понятно. Мурат? Ну, я уже говорил про актуализацию норм накопления. Где-то, может быть, она станет выше, кому-то, может быть, это будет ниже. Поэтому и здесь и будет такая мотивация. Плавающий тариф? Или как? Ну, в том числе надо провести эксперимент по раздельному сбору, который предусматривал бы стимуляцию, да, если у нас же вот приводил Нияз Мансурович примеры. Давай честно говорить о том, что вот ни один эксперимент, о котором только я слышал за последние Но пока мы не проведем эксперимент, мы не поймем. Пока что только одни слова. Это разве не самый большой эксперимент? Там нету мотивации. Нет. Для меня, на самом деле, в любом случае, основной целью является максимальная открытость для работы с населением. Когда население действительно объективно будет понимать, за что они платят, наверное, это и будет конечной целью. Когда население объективно будет требовать и повышения платы, и качества вывоза, самостоятельно будут сортировать, на мой взгляд, вот это действительно идеальная картина. Это вот то, к чему надо стремиться, на самом деле. Да. Николай. Нет, я вот, кстати, с Ниязом Мансуровичем полностью согласен, да, даже добавить нечего. Да, то есть действительно это прозрачность, это в части работы с людьми. Это вообще, да, это понимание людей, зачем, что они делают, зачем они, сколько они платят, куда платят, и куда это идет, да и за что. Да, вот это самое главное. Ну, уважаемые гости, большое вам спасибо за конструктивный, предметный и, главное, честный разговор. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Слушай, вот сколько мы уже про этот мусор говорим, наверное, в 1001 раз, да, но вот обычный человек, да, вот наш зритель, да, он уверен, что все равно его наем, ну, в смысле, вот обманывают, да, и все равно и рекоператоры, там, и государство не делают всего того, что должно. Конечно, не делают. Они вот сейчас, рекоператоры, точно уверены, что они вот дотянут этот тариф к июлю до 95 рублей и сядут довольные. Слушай, но дело даже не в цене тарифа. Ну, там, почему же? Это большие деньги. 10-15 рублей. Дело не в этом. Вот сколько я вот этих хозяев мусорных куч видел, да, ни один из них не готов добровольно с ней расстаться. Ни один. Вот они жалуются, там, стонут, этого не хватает, там, денег мало. Но вот держатся мертвой хваткой за этот мусор, потому что это бизнес, это большие деньги. Руслан, знаешь, когда стоны прекратятся? Когда с них будут жестко требовать. И вот я считаю, что нужно уже усилить над ними контроль. Слушай, поверь моему опыту, да, он у меня есть. Они не прекратятся никогда. Тебе слово. Мусор от свалок до спецтехники – это целая параллельная планета, и в конечном итоге огромные деньги, которые крутятся вокруг отходов, и за которые мы все платим из своего кармана. Но все-таки давайте не забывать, что чисто прежде всего там, где не мусорят. Честно говоря, начинать надо с себя и детям пример показывать. И не пихать огромные пакеты в мусоропровод, и не бросать строительный мусор возле подъезда. И вот тогда будет порядок. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.